Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня президент Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу Абхазии в связи с общественно-политической ситуацией в стране. Уважаемые граждане Абхазии, завершается непростой 2016 год. Благодаря вашей поддержке нас не сломил мировой финансово-экономический кризис. И мы выполнили все повышенные социальные обязательства. Выплачиваем сотни миллионов рублей по оставленным нам наследство внешним и внутренним долгам. Наводим порядок в финансовой и налоговой сферах. Боремся с теневой экономикой. Нам удалось, безусловно и неопровержимо, доказать свою способность изыскивать собственные финансовые резервы. Убедить общество в том, что наше благосостояние в наших собственных руках. Есть у нас определенные достижения в туристической и банковской сферах. Введение казначейской системы исполнения бюджета обеспечило новый уровень прозрачности расходования государственных финансов. Мы с вами знаем реальную ситуацию и понимаем, что многое еще предстоит сделать, чтобы существенным образом улучшить жизнь людей, укрепить государство. Мы к этой работе готовы. В последнее время резко активизировались оппозиционные силы, избравшие путь бескомпромиссной критики нашей работы. Чаще всего эта критика несправедлива и даже оскорбительна. Хотя никто не вправе отказывать людям в выражении своего мнения, но в рамках закона. В любой развитой стране должна вестись политическая борьба на основе конкуренции, программ и идей. Мы такую программу предложили. Она изложена в моем послании Народному собранию и других документах, где содержатся конкретные предложения по необходимым обществу изменениям. Необходимость осуществления реформ, в том числе и конституционных, была продекларирована общественной организацией Айтайра и другими политическими объединениями еще задолго до их прихода к власти. Однако эти благие намерения так и остались на бумаге, несмотря на то, что наши оппоненты располагали возможностью для их реализации на протяжении 10 лет. Совместно с законодательной властью нами предприняты первые реальные шаги по реформированию судебной власти, созданию необходимой правовой основы и началу формирования Конституционного суда. Нам удалось в целом усовершенствовать систему квалификации судей, отбора и периодической аттестации. Приняты и реализуются законодательные решения по расширению прав и полномочий органов местного самоуправления. Мной представлены в парламент конкретные предложения по изменению выборного законодательства. Открываются большие возможности для совместной деятельности и сотрудничества всех политических сил по совершенствованию законодательной базы начатых реформ. Искренне сожалею о том, что вместо внятной и конструктивной реакции на эти предложения от оппозиции последовали только действия и высказывания, направленные на усиление конфронтации. Любые экстремальные формы политики и противостояния лишь ослабляют нас всех, снижают созидательную энергию общества, лишают людей веры в завтрашний день. На 12 марта 2017 года назначены выборы в Народное собрание. Оппозиции и другим политическим силам было бы разумнее сконцентрироваться на участии в выборах, чем продолжать деструктивные действия. Нормальная политическая конкуренция не должна подменяться попытками дестабилизации. Конечно, сегодня остаются нерешенными многие вопросы. Никогда этого не скрывали и готовы к откровенному разговору. При этом я уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся существенных изменений в экономике, социальной и других сферах жизни. Залогом тому наше с вами искреннее желание сделать жизнь в Абхазии лучше. Иначе быть просто не может. Самое главное, мы должны не допустить дестабилизации и совершения внеправовых действий. У нас слишком много работы впереди. Общегосударственные цели не могут быть достигнуты в условиях нестабильности и конфронтации. Очевидно, что любая дестабилизация прямым образом навредит экономическим отношениям с Россией. Об этом на нашей недавней встрече заявил президент России Владимир Путин. Именно поэтому я обращаюсь к вам, дорогие наши граждане, с просьбой не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие, не поддерживать незаконные действия, от кого бы они ни исходили. Государство будет защищать стабильность и правовой порядок, права и свободы наших граждан. Мы не допустим необратимого ухудшения ситуации в стране, лишения нас перспектив развития. Иного пути у нас нет.
Только вместе и только уважая друг друга мы построим благополучное будущее для нашего народа. Как гарант Конституции считаю своим долгом сохранять суверенитет государства, восстановленное ценой огромных жертв и единство всего нашего общества. Поэтому сделаю все необходимое для поддержания законности и правопорядка в стране, обеспечения спокойствия и безопасности наших граждан. Радикально настроенные сторонники оппозиции намереваются силовым путем захватить власть и физически устранить законно избранного президента. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Республики Абхазия. Для реализации своих замыслов радикально настроенные оппозиционеры планируют применить огнестрельное оружие и зажигательные смеси. Подтверждением подготовки насильственного захвата власти вооруженным путем является обнаруженный 11 декабря сотрудниками СГБ в городе Сухум боеприпасов 8 единиц автомата, ручной противотанковый гранатомет и боеприпасы к ним. По имеющимся в СГБ данным, среди сторонников оппозиции созданы боевые группы, задачей которых является штурм здания администрации президента, а также координация действий основных сил. Основное финансирование деструктивных действий оппозиции, направленных на насильственное свержение действующей власти, поступает от реваншистски настроенных непримиримых противников власти, в том числе находящихся за пределами республики. При этом отдельные лидеры блока оппозиционных сил намеренно высказываются о том, что не могут контролировать действия радикально настроенных оппозиционеров. Они делают это с одной целью – уйти от ответственности в случае, если их планы и намерения по возвращению во власть приведут к кровопролитию. Сегодня же блок оппозиционных сил обратился к руководству службы государственной безопасности предоставить им информацию о лицах, помышляющих убийство президента. В случае предоставления соответствующей информации руководство оппозиции гарантирует, что лично доставит этих злоумышленников в правоохранительные органы. Если же соответствующие материалы по якобы готовящемуся покушению на главу государства не будут представлены, блок оппозиционных сил будет рассматривать сообщение СГБ как целенаправленную провокацию, направленную на дискредитацию оппозиции и дестабилизацию обстановки в республике. В связи с этим служба госбезопасности Абхазии выразила готовность предоставить соответствующую информацию блоку оппозиционных сил. Для этого руководство блока оппозиционных сил приглашается в здание СГБ по предварительному согласованию. Брифинг представителей блока оппозиционных сил, организованной политической партией Амцахар, состоялся сегодня в столице. Речь шла о сложившейся социально-экономической ситуации в стране. По мнению представителей блока оппозиционных сил, страна находится в затяжном кризисе. Во время выборов представителями нынешней власти было дано много обещаний, которые сегодня можно уже по прошествию 2,5 лет назвать заоблачными. Это, значит, речь шла и о реформе органов государственной власти, речь шла о резком повышении зарплаты, пенсии, причем умудрялись называть конкретные суммы, озвучивали там пенсия 15 тысяч, зарплата бюджетнику 40 тысяч. И все это резко, немедленно обещали, так сказать, создать условия для рая земного на нашей родной Абхазии. Также речь шла об открытии аэропорта, речь шла об открытии границы по реке Псоу и многое другое. Говоря о реформе государственной власти органов, в первую очередь речь шла, конечно, о реформе правоохранительной системы. Потому что мы понимаем, что Абхазии без инвесторов развиваться крайне сложно. А инвестор придет только туда, где государство сможет обеспечить территорию безопасности. Вот этого мы, к большому сожалению, не наблюдаем. Более того, наблюдается регресс в этом направлении. Как вы помните, в процессе выборов последних, по инициативе команды Хаджимба было подписано соглашение о создании по итогам выборов коалиционного правительства. Наша сторона пошла на подписание данного документа с тем, чтобы после выборов дружно, с чистого листа начать вместе работать и строить прозрачное, здоровое, современное государство. Что получили мы взамен? Взамен начались увольнения, политических оппонентов. Причем увольнения эти носили массовый характер. Есть объективные причины говорить о том, что
в период действия нынешней власти раскол в обществе только усугубился, причем все это на фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки. Расширенный репортаж с брифинга оппозиции смотрите в нашей программе сегодня. Пути стабилизации общественно-политической ситуации в стране обсудили на втором съезде политической партии «Айнар». Участники съезда призвали к объединению общества и недопущению действий, противоречащих Конституции страны. В работе съезда приняли участие 126 делегатов со всех территориальных подразделений, а также представители других политических партий и общественных объединений. Выступающие затронули темы борьбы с коррупцией, развития экономики, проблем демографии, вопросы этнических общин Абхазии и их роли в стабилизации сложной политической ситуации. Собравшиеся обсудили также наиболее эффективные механизмы выхода из сложившегося внутриполитического кризиса. Участники второго съезда партии «Айнар» обратились к высшему руководству страны, лидерам блока оппозиционных сил, с призывом проявить мудрость, терпение и выдержку в ходе ведения политической борьбы, соизмерять свои действия и принимаемые решения с интересами всего народа и не допустить дальнейшей эскалации напряженности в обществе. То, что мы наблюдали все эти годы, это конфликт двух политических сил. Конфликт, в котором оказались вовлечены все наше общество. Долгие годы политического противостояния измотал наш народ. Так как борьба этих политических групп сдерживает процесс развития страны и не позволяет нам сосредоточиться на решении важнейших проблем нашего государства. Вместе с тем окружающий наш мир движется вперед, и состояние регресса для нас недопустимо. Именно по этой причине политическая партия «Айнар» намерена предложить нашему обществу, уставшему от этого противостояния, объединиться и, выступив единым фронтом, взять на себя ответственность за будущее нашей страны. Уважаемые делегаты и гости съезда, все в наших руках. Какой бы объем проблем ни стоял перед нами, мы не имеем права опускать руки и останавливаться на достигнутом. Мы должны двигаться вперед, сообща и вместе строить наше общее будущее. Поверьте, нынешние условия и проблемы несопоставимы с теми невзгодами, которые пришлось пройти нашему народу в период войны. Во имя памяти тех, кто отдал жизни за нашу страну, во имя тех, кто в тяжелые годы репрессий, насильственной ассимиляции и дискриминации не переставали бороться за права нашего народа и его свободу, мы обязаны не сворачивать с избранного пути, обозначенного статьей 1 Конституции нашей страны. Расширенный репортаж со съезда политической партии «Айнар» смотрите в нашей вечерней программе. В Сухуме состоялся съезд партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Молодая политическая организация не смогла быть в стороне от событий, происходящих в республике. Народный фронт решил не просто дать оценку ситуации, но и призвать к выдержке представителей всех политических оппонентов. Нис Фаршба продолжит тему. Главная цель создания партии – реализация политического курса, способного дать ответ внутренним и внешним вызовам современности, справедливому и прогрессивному развитию абхазской государственности. Представители Народного фронта охарактеризовали нынешнюю ситуацию в стране как кризисную. Считаю, что пришло время сказать стоп, хватит. Пора остановиться и задуматься над тем, что мы делаем и куда мы идем. Или мы хотим существовать в мире нестабильности и коррупции, либо мы пойдем друг другу навстречу и сядем за стол переговоров и найдем пути выхода из сложившейся ситуации. За нашей спиной многовековая история нашего народа. Участники съезда считают, что на фоне острого политического кризиса власть и оппозиция должны суметь наладить диалог и договориться на основе подлинного интереса народа, который заключается в формировании национального согласия и единства. Наша партия призывает все противоборствующие стороны умерить свой пыл. Справедливо считаем, что властям необходимо внести ясность в вопросах, волнующих население страны. К тому же нельзя не отметить проводимую работу власти по развитию государственности. Хорошим подспорьем к этому является поддержка, оказываемая Российской Федерацией и ее лидером Владимиром Владимировичем Путиным. В то же время считаем, что нынешнее противостояние власти и оппозиции есть результат отсутствия должной реакции на проведение необходимых реформ в стране. Партия резко осуждает любые неправомерные действия, направленные на силовой захват власти, которые могут нанести непоправимый удар по нашей государственности. Действительно,
Мы исходим из того, что наличие политической оппозиции является показателем степени демократизации общества, свидетельством его открытости. Однако выступаем за недопущение перерастания естественной политической борьбы в непримиримое противостояние, которое может иметь самые разрушительные последствия для нашей страны. По мнению участников съезда, власть и оппозиция должны сделать все необходимое ради сохранения стабильности, быстро и спокойно урегулировать имеющиеся противоречия, не допустив каких-либо эксцессов. В этом и заключается высшая политическая миссия всех участников настоящего политического процесса в Абхазии, уверены представители Народного фронта. Делегаты съезда единогласно приняли резолюцию, которая, на их взгляд, отражает ситуацию в стране и содержит необходимые для ее урегулирования призывы. Участники съезда призывают политических оппонентов не выходить за рамки действующей Конституции, проявить выдержку, исторически присущую нашему народу, и найти единственно правильный выход из создавшейся ситуации. Нисфарш Басейда Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимов встретился с руководителями Федерации абхазских культурных центров в Турции. На встрече обсуждались вопросы, связанные с политической ситуацией в стране. Представители Федерации абхазских культурных центров в Турции призвали обе стороны к примирению. Рауль Хаджимов выразил готовность к конструктивным предложениям со стороны оппозиции, отметив, что попытки оказывать давление недопустимы. Совет Общественной палаты Республики Абхазия выразил глубокую обеспокоенность в связи с нарастанием конфронтации между властью и оппозицией, подводящей общество к опасной черте. Совет Общественной палаты призывает власти и руководителей блока оппозиционных сил перейти к конструктивному диалогу для разрешения возникающих проблем и разногласий. Совет Общественной палаты считает важным шагом в этом направлении отмену народного схода и альтернативного сбора, подтверждающих стремление сторон к достижению общественного согласия. Совет Общественной палаты предлагает власти и лидерам оппозиции незамедлительно сесть за стол переговоров для поиска путей выхода из тупика. В связи с решением блока оппозиционных сил провести 15 декабря акции с требованием отставки президента Абхазии и в целях поддержки главы государства и конституционного строя республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» и ветеранские организации «Аруа» и «Абаш» обратились к гражданам страны с призывом прийти 15 декабря в 11 часов утра на площадь перед зданием администрации президента Республики Абхазия. Сегодня глава администрации города Сухум Адгур Харазия сделал заявление по поводу предстоящих 15 декабря массовых мероприятий в столице республики. По его словам, администрация Сухума не давала разрешения на проведение собраний и митингов в этот день. 7 декабря инициативная группа Танцахара и почти одновременно с ними, с разницей буквально несколько минут, обратились ко мне Аруа, общественная организация Аруа, с одной стороны, инициативная группа Танцахара, с другой стороны, с просьбой разрешить им провести массовый митинг на территории возле драматического театра, Абхазского драматического театра. Но во избежание каких-либо эксцессов, как мы знаем, эти обе партии представляют разные точки зрения, и проводить митинг в одном и том же месте двум партиям я посчитал, что это нецелесообразно, и я высказал им отказ. В целях реализации государственной политики, направленной на развитие экспортного потенциала Республики Абхазия и поддержку экспортно-ориентированных предприятий, в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, Министерством экономики Республики Абхазия разработана ведомственная среднесрочная целевая программа «Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы». Речь идет о том, что подготовлена программа поддержки экспортоориентированных предприятий. Это давно назревшая тема. Вы знаете, что у нас экономика экспортоориентирована. В силу того, что у нас локальный рынок достаточно небольшой, компании выходят на экспорт, это нормально. И за последние 2 года у нас интенсивный рост экспорта происходит. Вы знаете, что это десятки процентов, практически в 2 раза увеличился экспорт. Это очень хорошая тенденция. Сокращается отрицательное сальдо между импортом и экспортом. Это тоже очень хорошо. И вот в этой части правительство по поручению президента, вот нам было дано поручение Министерству экономики, разработать дополнительные инструменты поддержки, стимулирования
экспортоориентированных предприятий. О чем идет речь? Программа трехлетняя. Почему трехлетняя? Потому что мы попробовали начать именно вот таким образом, чтобы горизонт был в 3 года, чтобы получатели поддержки могли прогнозировать как минимум на 3 года свои отношения с государством и выстраивать отношения со своими партнерами извне. Речь идет о поддержке в части субсидирования затрат на обслуживание кредита. Вот простым языком, если компания экспортоориентированная, та, которая продает свой товар на экспорт, берет в банке кредит, то часть процентов, которые эта компания платит за обслуживание этого, за пользование этим кредитом, государство возьмет на себя. Вот. Вторая часть – это субсидирование затрат, то есть части затрат на участие в выставках, разного рода мероприятиях, где экспортеры представляют свою продукцию на этих площадках. Вот вы знаете, ежегодно у нас проходит выставка «Золотая осень» в Москве, где наши предприниматели активно принимают участие и выигрывают всевозможные призы. И там тоже, кстати, государство традиционно оказывает поддержку, основную часть расходов берет на себя. И вот в этом направлении будем дальше развивать поддержку. Не только в части «Золотой осени», и других площадок, где наши предприниматели захотят принимать участие. Третье направление – это государство возьмет часть затрат по оформлению необходимой документации, сертификатов, лицензий и так далее. То есть это тоже немного затратное направление, которое ложится таким бременем на наших предпринимателей, которые занимаются экспортом. Плюс ко всему этому мы рассчитываем, заложили в программу такой инструмент, как экспортный совет. Экспортный совет мы предполагаем создать для того, чтобы объединить экспортеров в такой рабочий механизм, где вот те экспортеры, которые имеют достаточно большой опыт и уже ощутимые объемы, могли соприкасаться с теми, кто только начинает двигаться в этом направлении. То есть это внутренний обмен опытом. Плюс ко всему здесь уже государство напрямую участвует в этом совете, и все проблемы, с которыми сталкиваются наши предприниматели, которые вывозят свою продукцию, свой товар за пределы Абхазии, они будут агрегироваться, естественно, на уровне правительства приниматься решения, и уже для внешних органов исполнительной власти или других государственных служб за пределами Абхазии, которые будут сталкиваться с нашими предпринимателями, они будут понимать, что за этими предпринимателями напрямую стоит правительство Абхазии, и все их проблемы напрямую будут уже известны руководству Абхазии. Рассчитываем, что это даст дополнительный импульс в развитии экспорта, потому что развитие экспорта – это одно из таких важнейших направлений развития экономики нашей страны. Государственная компания «Апснергылара» приступила к разработке проекта восстановления берегоукрепительной стены в Гагре, разрушенной во время недавнего шторма. Всего надо восстановить около 400 метров укрепительной конструкции. Из-за разрушения стены пострадали водопроводные трубы и близлежащие сооружения, в числе которых дома отдыха. Помимо самой стены необходимо возвести 3 волнореза, которые предотвратят подобные последствия в будущем. Общая сметная стоимость всех работ по подсчетам «Апснергылара» составит около 50 миллионов рублей. Последний раз берег в Гагре укрепляли в 2013 году. Тогда на эти работы компании «Абхазберегозащита» было затрачено 150 миллионов рублей. Делегация МИД Абхазии принимает участие в 38-м раунде международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. На очередном раунде переговоров будет продолжена работа по выработке совместного заявления о приверженности к неприменению силы и подготовке юридически обязывающего соглашения об этом. Работа традиционно проходит в группах по безопасности и по гуманитарным вопросам.
декабря в Абхазии пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв Ладской трагедии. В этот день, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Организаторы акции призывают всех, кому не безразлична эта дата, почтить память погибших минутой молчания в момент падения вертолета и гибели людей. Это произошло в 17:30. Водители могут поддержать акцию памяти сиренами и гудками автомашин. Кроме того, 14 декабря в парке Славы в Сухуме будут зажжены свечи по количеству погибших в вертолете людей. Научно-практический семинар музейных работников Абхазии начался в Абхазском государственном музее. Мероприятие открылось выставкой музейных экспонатов Гудаутского госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. В программе семинара выступления участников, работа в секциях и мастер-классы по разным направлениям музейного дела. Участники семинара отметили необходимость принятия закона о музеях и инструкции по учету и хранению экспонатов, обсудили состояние музея в Абхазии. Семинар, который прошел по инициативе музеев, двух музеев, значит, Абхазского государственного музея, Музея боевой славы, оказался очень интересным и практически нужным мероприятием, потому что, готовясь к столетию музея, с его сотрудниками мы очень часто встречаемся. Они сейчас все усиленно работают над изданием альбома, над подготовкой большой конференции, предназначенной столетию музея. Мы выявили некоторые проблемы, которые являются общими для многих музеев. Прежде всего, конечно, выявить количество музеев, которые есть на территории Абхазии, потому что у нас есть и государственные музеи, и музеи, которые относятся к местным органам, есть частные музеи. У многих из этих музеев есть желание расширить свою деятельность, привлечь в нее профессионалов. И, конечно, в этом случае главный музей страны, Абхазский государственный музей, так как здесь уже сложились такие традиции работы с фондами, с экспозицией, он предлагает свою помощь и свои практические знания для того, чтобы музей, который находится в других городах Абхазии, частный музей, чтобы помочь им в выработке положений, которые относятся к хранению музейных ценностей, вообще к экспозиционной деятельности. Поэтому я думаю, что это первая встреча. Будут еще встречи, где непосредственно руководители музеев будут встречаться и обмениваться информацией. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии проводит тренировочные занятия в одном из горных районов республики. Об этом в материале, предоставленном пресс-службой спасательного ведомства страны. Спасатели отрабатывают навыки по преодолению заснеженного склона и транспортировке по нему носилок с пострадавшим. Тренировки проводятся в условиях максимально приближенных к реальным. С погодой нам сегодня, конечно, чуть-чуть не повезло, но все-таки любой наш выезд по первому звонку мы выезжаем на любые чрезвычайные ситуации, не имеет значения, какая сегодня погода, сегодня солнце, дождь или снег идет, мы реагируем на все чрезвычайные ситуации по первому звонку. По словам специалистов, основной контингент спасенных зимой в Абхазии – это туристы, желающие полюбоваться заснеженными красотами, а также местные охотники. Подобные занятия помогают спасателям находиться в оптимальной профессиональной форме, а также тестировать подручное снаряжение на предмет использования в экстремальной ситуации. А среди спасательного снаряжения есть и весьма нехарактерные, на первый взгляд, предметы. Кусок свечки или сухой спирт. И одна, лучше две зажигалки. И одна из зажигалок герметично упакована. Поддерживающее питание. Шоколадки, гематогенки, немножко сахара, что-нибудь такое, что дает быстрый углеводный срок. Зимний период для спасателей особенно сложный. Холод и непроходимый снег весьма существенно ограничивают возможности человека. Нередки случаи трагического исхода, когда заблудившиеся люди попросту замерзали в сугробах. Поэтому МЧС Абхазии просит граждан и организаций, предоставляющих услуги в сфере зимнего туризма, информировать спасателей о своих маршрутах в горы. В противном случае шансы на спасение уменьшаются в разы. Вот уже второй год благотворительная общественная организация «Киарас» проводит новогоднюю акцию «Ассир Хамтас», целью которой является исполнение новогоднего желания детей из малоимущих семей. Об этом наш следующий сюжет. К Новому году все дети Абхазии ожидают подарков. Для них это главное чудо.
Но не всегда родители могут сотворить его без посторонней помощи. Дети из многодетных семей как раз сейчас пишут письма Деду Морозу. В этой привычной для себя роли уже второй год выступит компания «Аквафон», генеральный партнер благотворительной организации «Киараз». Сотрудники «Киараза» доставили 80 писем в компанию, где началось их изучение. Читать эти самые искренние и трогательные послания без улыбки невозможно. Яркие детские мечты и надежды на праздник, которые все же помогут организовать. Аквафон для нас это не просто официальный партнер, это наши друзья, которые нас поддерживают, которым мы можем позвонить в любой момент, и мы знаем, что мы получим от них необходимую помощь. Сегодня мы принесли 80 писем от детишек Аквафону, который готов стать для этих детей Дедом Морозом, исполнить их желания. Также компания «Аквафон» вышла с инициативой закупить обогреватели для многодетных семей, поскольку это очень актуальная вещь. И мы хотим отметить, что все, что делает «Аквафон» совместно с нами, это делается не для галочки, это все очень продумано, это все очень значимо. И «Аквафон» сегодня – это синоним надежности, гуманности, отзывчивости для нас. Что могут пожелать дети, привыкшие обходиться без излишеств, у которых часто недостает самого необходимого? Я хочу джинсовые брюки теплые и шапку теплую с перчатками. И игральные шахматы. С праздником вас! Мне 6 лет. Я хочу от вас подарок. Куклу, зонтик к дождю, перчатки с шапкой и теплые брюки. Кеды. Найковские. Дорогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, коляску для куклы. Попрошу вас, Дедушка Мороз, принести мне игрушки и конфеты. Все привезут. И игрушки, и зонтики, и еще много чего другого, что по-настоящему сделает Новый год для многих детей счастливее. Акция «Серхамтас» для нас уже традиционная. В прошлом году мы приняли участие, посещали лично детишек подопечных фонда «Киараз». В этом году мы постарались как-то расширить рамки возможного. Мы попытались охватить больше детей и попытались компенсировать потребность не только в празднике для детей, но и такие небольшие бытовые нужды, которые испытывают подопечные. Хочется, чтобы это было не только вот так вот формально доставить подарок и печку, а чтобы детишки соприкоснулись с нами, и мы с ними, чтобы мы обменялись теплом. Мне кажется, именно в этом суть этой акции. Соприкоснуться с детьми и подарить им веру в чудо, что есть люди, есть организации, которым эти дети не безразличны. Кроме того, по инициативе компании «Аквафон» специально к этой акции закуплено 50 обогревателей для подопечных «Киараза», входящих в особую категорию. Их быт, особенно зимой, это отдельная тема. Компания «Аквафон» специально приобрела для этой акции 50 обогревателей, чтобы люди действительно почувствовали в прямом смысле тепло в новом году. Эта акция хороша тем, что любой желающий может прийти в офис «Киараз» и сам попробовать исполнить желание ребенка, взять это письмо, прочесть его и попытаться осчастливить еще одного маленького ребенка в новом году. Так что, друзья, у вас есть шанс стать Дедом Морозом и помочь исполнить чью-то детскую мечту. Всех желающих ждут в офисе «Киараза» в Сухуми. И в завершение выпуска о погоде. В Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью 6-8, днем 7-9 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Привет, пока ведь только? Я больше ничего читать не буду, хоть убейте меня. Привет, пока ведь только? А что еще надо?